Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мне бы хотелось предложить вам порассуждать на тему «Современный учитель музыки. Кто он?». Профессионально-педагогическая компетентность учителя музыки требует многоуровневой, квалифицированной подготовки, так как она синтезирует основные виды музыкально-творческой деятельности. Гармоничное сочетание учителем музыки разнообразных видов творческой, музыкальной и интеллектуальной деятельности в образовательном процессе выражается в умении вовлечь ребенка в творческий процесс через создание благоприятной эстетической атмосферы на занятии, помощи школьников в корректировке своего мировосприятия с духовными и аксиологическими ориентирами, в том числе и в области музыкального искусства. Это показатель высокого профессионализма специалиста в области музыкально-педагогического образования. Кроме того, исключительная актуальность дисциплины эстетического цикла связана с развитием эмоционального интеллекта личности будущего, самосознающего субъекта, специалиста в любой сфере профессиональной и гражданской деятельности. Значимость компетенции преподавания музыки в школе продиктована практикой, вытекающей из социального запроса. Ряд компонентов деятельности учителя музыки свойственен абсолютно всем педагогам, независимо от специальности, но есть и специфика, диктуемая тем, что данная профессия находится на стыке двух типов профессий. Это человек-человек и человек-художественный образ. Отсюда дополнительно вытекает творческий и духовно-практический характер деятельности, эмоционально-чувственная наполненность, художественность, многопрофильность и обязательный диалоговый характер взаимодействия субъектов обучения. Анализируя составляющие полигранной деятельности учителя музыки, выделим ее организационную, познавательную, исследовательскую и эмоциональную составляющую. Многие теоретики и практики музыкального образования и искусства считают музыку одной из возможностей познания мира, ведь в музыке отражаются события, явления, процессы и сущностные характеристики жизни. Поэтому обучение музыке – это синтез познавательной и эстетической деятельности. И именно с этих позиций следует отметить, что современное преподавание музыки в школе имеет определенные особенности, значит, среди которых можно выделить следующие. Ведущей направленностью обучения является эстетическая, и это обеспечивает содержание культурного и эстетического воспитания обучающихся. Одним из ведущих принципов обучения является идея самоценности искусства. Также среди особенностей следует выделить сочетание искусствоведческого и философско-эстетического характера содержания преподавания музыки. Опора в обучении на эмоционально-чувственные компоненты личности школьника. Выстраивание урока музыки как интеграции искусства, творчества и обучения. Определенной особенностью является то, что на уроке музыки необходимо использование методик и элементов технологий, которые применяются в искусстве и в творческом процессе. И следует также отметить, конечно же, развивающий характер музыкального образования, ее направленность на развитие творческих, художественно-эстетических, исполнительских способностей субъектов педагогического процесса. Теоретики и практики музыкального образования обращают внимание, что развивающий характер музыкального образования определяется не только развитием способностей, который представляет комплекс музыкальности по Теплову, да, но и развитием большого спектра структурных компонентов личности школьника. Преподавание музыки развивает эстетические, художественные, музыкально-творческие, креативные способности ребенка. Если сравнивать деятельность учителя музыки общеобразовательной школы и музыкальной школы, то сразу становится заметность многофункциональности работы в общеобразовательной школе. И здесь прежде всего следует отметить следующее. В системе профессионального музыкального образования каждая составляющая музыки изучается отдельно
и представляет собой самостоятельную дисциплину. То есть это музыкальная литература или история музыки, да, называется она. Это сольфеджио, теория музыки, это обучение игре на определенном инструменте, фортепиано, класс фортепиано или класс скрипки и так далее. Форма занятий в системе профессионального музыкального образования варьируется в зависимости от специфики образовательного контента. В общем же музыкальном образовании не может быть ни отдельных музыкальных дисциплин, ни частого комбинирования форм индивидуальной и групповой работы. У учителя нет возможности в полной мере, в полном объеме донести теорию музыки или уделить внимание каждому ученику в овладении музыкальным инструментом. Поэтому в преподавании музыки на первое место, конечно же, выходит взаимосвязь всех компонентов и граней музыки, их такое единство. В свое время Дмитрий Борисович Кабалевский отмечал, что педагог, помимо общей педагогической подготовки, должен обязательно уметь играть на инструменте, владеть четкой и выразительной дирижерско-хоровой техникой, уметь петь. Он также должен иметь, конечно же, подготовку в области истории и теории музыки, уметь транспонировать по нотам и на слух, подобрать несложное сопровождение к мелодии. Словом, учитель музыки должен быть музыкально образованным педагогом. Поэтому профессиональные функции учителя музыки по своей сути являются интегративными. В связи с этим при подготовке учителя музыки не может быть одной или двух главных дисциплин. Постановка на первый план историко-теоретических предметов, фортепиано или дирижирование не обеспечит решение школьных задач преподавания музыки и в целом, в принципе, проблем музыкального образования. Отдельные элементы музыкально-профессиональной подготовки учителя музыки должны интегрироваться относительно школьного урока. В связи с этим весь учебный материал, все знания и компетенции, которые формируются на тех или иных дисциплинах, студенту необходимо пропускать через призму вопроса: какое применение находит данное знание или данный навык или данная компетенция именно на уроке музыки в школе. В современной школе требуется музыкант-универсал, и функционал которого, конечно, сильно отличается от функционала учителя музыки 20 лет назад. При этом учитель должен обладать педагогическими компетенциями выпускника педагогического вуза, но также и многими такими профессиональными умениями, которыми он должен овладеть на уровне подготовки в консерватории. При этом по-прежнему на первом плане остается умение учителя создавать условия и среду, в которой у школьника возникает и поддерживается интерес к музыке, который переходит в формирование ценностного отношения к этому виду искусства. А музыка и процесс познания и переживания мира через музыку становятся неотъемлемой частью мировоззрения. Важнейшими педагогическими подходами в таких условиях стали творческий и деятельностный подход с ориентацией учителя именно на овладение новыми видами деятельностями, которые в целом, в принципе, следует отметить, что не традиционны для учителя музыки. Это аранжировка, да, это написание фонограмм. В современной школе требуется музыкант-универсал, функционал которого сильно отличается от функционала учителя музыки 20 лет назад. При этом учитель должен обладать педагогическими компетенциями выпускника педагогического вуза, но и также он должен обладать многими профессиональными умениями, которыми он должен овладеть на уровне подготовки в консерватории. При этом по-прежнему на первом плане остается умение учителя создавать условия и среду, в которой у школьника возникает и поддерживается интерес к музыке, который переходит в формирование ценностного отношения к этому виду искусства. При этом музыка и процесс познания и переживания мира через музыку становятся неотъемлемой частью мировоззрения. Важнейшими педагогическими подходами в таких условиях стали творческий и деятельностный подход. При этом ориентация учителя должна быть на овладение именно новыми видами
деятельности, которые не являются для учителя традиционными. И данными видами деятельности является аранжировка, написание фонограмм, владение компьютерными музыкальными приложениями. Как показывает практика, именно творчество и близость интересов учителя музыкальным интересам школьников – это лучший залог эффективности уроков музыки. По мнению ряда учителей и практиков, учебный план по музыке общеобразовательной школы также должен включать уроки эстрадного пения, которые набирают все большую популярность благодаря телевизионным шоу «Голос», «Голос дети», песни и так далее. Музыкальных, вокальных сейчас шоу достаточно много. Школа должна быстро отреагировать на волну интереса к вокалу, возникшую благодаря моде, порожденной телевидением и социальными сетями. Учителям музыки нет необходимости выстраивать сложную систему учебной мотивации и интереса к своему предмету. Общество само создало прецедент, благодаря которому актуализируется развитие музыкальных способностей, а исполнительское искусство, вокал, написание песен, треков, синглов, аранжировок стало очень таким привлекательным занятием для молодежи. Подготовка такого универсального учителя музыки складывается из овладения инструментальной, вокально-хоровой, музыкально-теоретической деятельностью. Учитель должен сам подбирать на слух ноты мелодии или песни, музицировать, импровизировать, уметь объяснять, как это сделать своим ученикам, владеть голосом и петь песни разных направлений и жанров, которые именно нравятся ученикам. К списку традиционных умений учителя музыки теперь добавились знания специальных музыкальных приложений, владение синтезатором, умение писать и использовать готовые фонограммы, создавать аранжировки. От учителя ожидается, что он будет композитором, музыкантом-исполнителем, певцом и диджеем, да, при музыкальном оформлении и сопровождении различных школьных мероприятий. Именно все эти функции ложатся как раз на учителя музыки в образовательном процессе и организации внеурочной деятельности в школе. Так ведь? Вся эта многомерная музыкально-организационная работа требует, конечно, от современного учителя музыки неистощимой инициативности, высокой креативности, незаурядных способностей и высокого уровня, конечно же, сформированных профессиональных компетенций. Звуковое пространство активно проникает в жизнь современного человека, поэтому нынешний школьник живет и обучается в условиях стремительного, подлинно фантастического развития информационно-компьютерных технологий. Учитель музыки современной школы призван научить детей адекватно ориентироваться в огромной современной электронной среде, сформировать у школьников способность читать, перерабатывать, анализировать и критически осмысливать получаемую звуковую информацию. Учитывая, что интерес нынешних школьников к компьютерным технологиям и их информированность в сфере активно обновляющейся электронной культуры стремительно возрастает, современный учитель музыки должен демонстрировать не только высокий уровень сиюминутной компьютерной грамотности, соответствующий запросам и потребностям учеников, но и иметь навыки опережающего профессионального владения всем арсеналом музыкально-технических новшеств. И именно с этих позиций особенно своевременным видится разработка компетенции преподавания музыки в школе по стандартам WorldSkills, который предусматривает выполнение будущими учителями музыки в рамках участия в чемпионатном движении конкурсного задания, который состоит из нескольких модулей. Они отражают специфику предстоящей профессиональной деятельности. Вот на слайде представлены основные модули конкурсного задания. От чемпионата к чемпионату частично они варьируются, чем-то дополняются, чуть немного видоизменяются, но в целом вот эти модули, они, в общем-то, такие составляют костяк обычно компетенции и включаются во все чемпионаты любого уровня. Давайте более подробно мы их с вами рассмотрим. Значит, модуль А, он подразумевает создание обучающего видеофильма
продолжительность которого должна быть 3 минуты. С помощью таких компьютерных программ, это аудиоредактор, видеоредактор, и тема определяется как творческий облик композитора. Предлагаются звуковые, видео и фотоматериалы, и при этом разрешено использование аудио, которое прикреплено к видео. Данный видеофильм должен включать в себя проверочные вопросы по содержанию видеофильма, то есть он вот обучающий, да, именно такую вот основу он должен составлять. Также должен включать материалы только по заданному композитору. Да. Аудиозапись должна, то есть сопровождение голоса автора, конкурсанта, должно быть не менее 50% фильма. И в видеофильм должны быть включены даты событий по творчеству композитора, да, в количестве не более 2. Конкурсант получает список композиторов за месяц до начала чемпионата. Затем за 5 минут до начала выполнения задания по модулю А конкурсанту предоставляются аудио, видеоматериалы, фотоматериалы, в которые включены материалы как по заданному композитору, так и иные. По окончанию выполнения задания конкурсант предъявляет видеофильм в формате MPEG-4, который оценивается как целостный продукт. Также дополнительно конкурсант обязан предоставить сохраненные проекты в компьютерных программах, аудиоредакторе и видеоредакторе. Также необходимо сохранить готовый продукт на рабочем столе моноблока. И что здесь следует учесть, что частично это задание не может быть принято, да, то есть работа принимается к оцениванию только при выполнении всех данных условий. Следующий модуль – это модуль Б. Называется он «Творческий баттл» и подразумевает выполнение нескольких заданий. Значит, Б1 – это самопрезентация. В ней участник чемпионата представляет устный рассказ о себе под обязательное аудиосопровождение, которое осуществляется им, подбирается и осуществляется им самостоятельно. В выступлении конкурсанта должны прозвучать 3 обязательных факта. Это регион, это музыкальные предпочтения и профессия. По остальным фактам участнику чемпионата предоставляется свобода выбора. Следующее испытание – это музыкальная викторина. Здесь необходимо определить на слух музыкальный материал, значит, назвать композитора и назвать сочинение. Список музыкальных произведений и аудиофайлы представляется конкурсанту за 1 месяц до чемпионата. Продолжительность звучания одного фрагмента не более 15 секунд. Следующее задание этого модуля связано с исполнением народной песни акапелла. Здесь, значит, исполнение это нужно продемонстрировать, разучить его с голоса, то есть аудиозапись. Это вокальное произведение, русская народная песня. Конкурсанту для выполнения задания представляется фонограмма этой песни и распечатанный текст. И там находятся только слова, то есть нотного материала здесь нет. То есть на слух определяется именно все мелодические обороты, да, на слух, то есть нужно запомнить эту песню, все распевы, да, единственное, у вас в руках только есть текст выучивать наизусть не надо. Перед выполнением задания технический эксперт воспроизводит аудиозапись для общего прослушивания также и экспертами. Да. Следующее задание – это постановка и инсценировка песни. Постановка и инсценировка подразумевает иллюстрацию песни с использованием пантомимы, элементов хореографии, элементов сценического движения. Еще одно задание данного модуля связано с телесной перкуссией. Необходимо здесь исполнить ритмическую импровизацию на заданное музыкальное произведение с использованием элементов боди-перкуссии и современной хореографии.
Ну, это основные задания творческого батла. Они тоже, в принципе, от чемпионата к чемпионату могут дополняться. Но обычно вот эти задания составляют тоже, опять-таки, костяк данного модуля. В следующем модуле С, который называется «Ритмическая импровизация», конкурсанту необходимо организовать репетиционный процесс с 12 волонтерами и продемонстрировать концертное исполнение ритмической импровизации на детских шумовых инструментах, также с использованием боди-перкуссии и перестроения дефиле. Важными условиями выполнения данного задания является обязательное сольное исполнение волонтером фрагмента ритмической импровизации, а также обязательная демонстрация концертного исполнения всей ритмической импровизации. На подготовку конкурсанта здесь отводится 10 минут на предварительную подготовку. В течение этого времени он знакомится с произведением, которое выбирает по жеребьевке, подбирает шумовые инструменты и исполнительские элементы для наиболее убедительного осуществления ритмической импровизации, намечает план репетиции с волонтерами. На организацию же самого репетиционного процесса с группой волонтеров, да, и концертное исполнение ритмической импровизации отводится ровно 20 минут. Здесь следует отметить также, что комплект детских шумовых инструментов тоже традиционно, в принципе, включает обычно колотушку, деревянную коробочку, хлопушу, рубель, трещотку, тамбурин или по-другому называется бубен, маракасы, бонго, колокольца, дождь, балийский ксилофон и другие инструменты. В конкурсном задании чемпионата самым объемным по компетенции преподавания музыки в школе является модуль D. В нем необходимо провести учебное занятие по музыке, уложиться в традиционные 45 минут урока. Тему и цель конкурсант получает за месяц до начала чемпионата, при этом учебное пространство организовано в виде игрового поля, то есть такое ковровое покрытие 4 на 5 метров, на котором, в общем-то, столы и стулья отсутствуют. В учебное занятие должны быть включены такие виды музыкальной деятельности, как разучивание песни, организация слушания музыки, музыкально-ритмические движения. Здесь также следует отметить, что музыкально-ритмические движения демонстрируются совместно с вокально-хоровой работой. Конкурсный музыкальный материал – это 2 песни, фонограмма формата минус и 2 видеофрагмента. Конкурсанту предоставляется за 1 месяц до чемпионата. Среди обязательных условий также в учебном занятии является использование интерактивной доски. Еще один модуль, про который хотелось бы рассказать, да, это модуль Е. Он связан с созданием аранжировки песни с помощью цифровой аудиостанции и MIDI-клавиатуры. Здесь конкурсанту необходимо записать фонограмму в формате MP3. Также для выполнения задания, значит, представляется аудиозапись песни, это 1 куплет и припев в формате MP3. И предоставляется нотная запись мелодии, в котором обозначена только звуковысотность, но не указан размер, нет, ноты ритмически не организованы и нет цифровки. В результате выполнения задания конкурсант предоставляет созданную фонограмму минус, то есть это записанный аудиофайл, сохраненный в формате MP3. Второе, что он представляет, это проект в самой программе. И третье, это нотный текст в формате PDF, который сгенерирован программой и сохранен как отдельный файл в полном объеме, то есть в соответствии с предоставленной аудиозаписью песни. Важными условиями полного выполнения заданий и приема работы к оцениванию предъявление всех 3 вышеперечисленных составляющих.
и, конечно, обязательно сохранение готового продукта на рабочем столе моноблока. Таким образом, мы видим, что вся эта огромная, но увлекательная работа в полной мере отражает требования, которые предъявляются к современному учителю музыки. Это незаурядные способности, это креативность, инициативность, это высокий уровень сформированности профессиональных компетенций. Следует отметить, что включение преподавателей и студентов кафедры музыкального и хореографического образования Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы в движение WorldSkills по компетенции преподавания музыки в школе поставила кафедру перед необходимостью пересмотреть содержание профессиональной подготовки студентов-музыкантов, включить ряд современных дисциплин, связанных с музыкально-компьютерными технологиями прежде всего, конечно же, и вообще с информационными технологиями, наполнить новым, более актуальным содержанием практически все дисциплины предметной подготовки. Мы считаем, что именно это позволяет нашим студентам, будущим учителям музыки, быть готовыми к вызовам современного времени, отвечая его требованиям и запросам. Ну и в конце нашей встречи мне бы хотелось познакомить вас с направлениями, которые реализуются кафедрой музыкального и хореографического образования Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Более подробно остановиться именно на жизни наших студентов, да, продемонстрировать и познакомить с некоторыми из наших студентов через видеоролик. Спасибо за внимание. Привет, абитуриент! Ты еще не встал со школьной скамьи, а уже думаешь, куда поступать? А музыка, танцы и пение — это то, с чем ты хочешь связать свою жизнь? Тогда мы ждем тебя! Добро пожаловать в Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы. Институт педагогики и кафедра музыкального и хореографического образования открывает свои двери уже этим летом. Поступай и создавай свое будущее вместе с нами! Очное обучение включает в себя несколько направлений. Направление педагогическое образование, профиль музыкальное образование. Это углубленная подготовка специалистов для работы в системе музыкального образования разных уровней. Срок обучения 4 года, а тебе нужно всего лишь сдать русский язык, обществознание и пройти творческое испытание. В процессе обучения студенты изучают компьютерные и музыкальные программы, нотные редакторы, программы для создания аранжировки, основы звукозаписи профессиональной студии, осваивают игру на синтезаторе. Круто, не правда ли? Вокальная подготовка в форме индивидуальных занятий включает работу над правильным голосоведением, интонированием, вокальным дыханием, звуковым резонированием. Студенты развивают певческие навыки, а также постигают основы актерского мастерства. Эта уникальная подготовка позволит выпускнику трудоустроиться не только в пределах нашей страны, но и покорить своим талантом зарубежные страны и города. Ты прекрасно разбираешься в искусстве танца, его стилях, умеешь импровизировать и творить, хочешь двигаться вперед и развивать свои способности? Тогда приглашаем тебя на направление подготовки педагогическое образование. Профиль – художественное образование, хореография, очная форма обучения. Наши замечательные педагоги с индивидуальным и творческим подходом помогут тебе развить и усовершенствовать свое мастерство на профессиональном уровне. Программа данного направления уникальна. Аналогов в Республике Башкортостан нет. Срок обучения 4 года. Вступительные испытания. Русский язык, обществознание, творческое испытание. Кафедра музыкального и хореографического образования БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы ждет тебя. Пой Танцуй и развивайся вместе с нами!